Сегодня профессиональный праздник отмечают работники следственных изоляторов и тюрем. В этот день молодые сотрудники Якутского следственного изолятора приняли присягу. На торжественном событии побывал наш корреспондент Юрий Осипов. СИЗО-1 – это единственный следственный изолятор на территории Якутии. Он начал функционировать в 1975 году. Сегодня в нем содержится около 400 заключенных, которые ожидают приговора суда. Мечта детства – служить и защищать. Сегодня Максим исполнил ее. Он в числе молодых сотрудников следственного изолятора принял присягу. Службы прослужил и пришел, уже возможность появилась. И пришел сюда, в уголовную систему СИЗО-1. И мне эта работа понравилась, и я в дальнейшем захотел тут остаться и дальше уже по карьерному росту пойти. Здесь работает 200 сотрудников, и сегодня к ним присоединились еще 4. Работа в следственном изоляторе имеет свои особенности. Прежде всего, это психологическая нагрузка. Не каждому по плечу. Чтобы справиться с такой работой, нужна подготовка. Основные требования – это возраст до 40 лет, среднее образование обязательно. Так, для мужчин, прошедшие воинскую службу в рядах вооруженных сил Российской Федерации. Но обязательно, конечно, это самая годность к воинской службе, прохождение врачебной комиссии. Особенностью следственного изолятора является то, что здесь содержатся только подозреваемые в совершении преступлений. Обвинять их могут и ошибочно. Они в полной мере обладают всеми гражданскими правами. Единственное исключение – право на свободу передвижения. Работа непростая. Вся работа связана со спецконтингентом. Это и переработки, и усталость, и специфика сама по себе работы, она очень сложная. Всех сотрудников уголовной исполнительной системы, которые служат в следственных изоляторах и тюрьмах, с нашим профессиональным праздником, пожелать им терпения, мужества, семейного благополучия и здоровья побольше. Уголовно-исполнительная система и следственный изолятор в частности ставят перед собой задачу по возвращению законопослушного гражданина. Цель заключения не только изоляция преступников, но и их исправление и возвращение в обычную жизнь. Юрий Осипов, Павел Пахомов, Якутск.